Я был студентом Кыргызско-Российского славянского университета с 2001 по 2006 год, учился на юридическом факультете, был ельцинским стипендиатом, закончил с красным дипломом. Что хорошо, у меня помимо теоретических знаний были и практические знания. Мы практиковались в юридической клинике, и вот это направление, я считаю, надо развивать. Не только на юридических факультетах, но и во всех других факультетах. Практических знаний многим студентам не хватает. Сейчас с учебниками каждый из нас может ознакомиться через интернет и так далее, и так далее. Много есть источников, где можно найти учебники. Но вот практических знаний, мне кажется, недостаточно для студентов. Вот именно этим направлением должны заниматься и университет. И я так думаю, что такая же задача должна ставиться перед советом, который создается, совет выпускников. Я думаю, что у нас, дай бог, все получится. И в конце-то концов у нас цель одна — развивать наш альма-матер, развивать наш замечательный университет, который вот мне лично дал в профессиональном плане большой, классный такой фундамент, с помощью которого сейчас я уже 4-й раз избираюсь депутатом. Конечно, у нас были проблемы там с нехваткой учебников, где-то мы там ходили, искали, но в целом, кто хотел учиться, тот учился. Я думаю так. Выпускникам и студентам, которые обучаются сейчас в замечательном университете КРСУ, я советую заниматься образованием, а больше самообразованием, потому что простого образования недостаточно. Если вы хотите быть конкурентами, действительно конкурировать на рынке труда, то занимайтесь самообразованием. Сейчас очень хорошие возможности, можно получать образование не только из книг, но и наворачивать свои навыки с помощью нейросетей. Конечно, этим тоже сильно увлекаться не стоит, но эти навыки необходимы. Поэтому каждый день, сколько бы вам лет ни было бы, где бы вы ни учились, надо заниматься самообразованием.